Здравствуйте, меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи» на канале ТНВ. И мы начинаем. На программу я пришла, чтобы узнать свой уровень татарского языка. В данном случае я работаю в автономии татар, и язык мне необходим. Язык я знаю, на мой взгляд, ниже среднего, к сожалению, и хотелось бы проверить и выучить, возможно, новые какие-либо слова. Пришел на телепрограмму для того, чтобы проверить уровень владения татарского языка. В основном на татарском языке общаемся дома, на улице, когда встречаемся с татарами, со своими людьми. Уровень владения татарским языком у меня, я считаю, базовый. От игры я ожидаю положительных эмоций и хорошего настроения. Игрокам на выбор представлены две темы. После выбора темы участникам предстоит перевести 6 слов с русского на татарский язык. Каждому слову предложены 3 варианта ответа. Правильный вариант приносит игроку 2 балла. При неверном ответе происходит переход хода, и на этот же вопрос отвечает его соперник. Если он отвечает правильно, то зарабатывает 1 балл. Ну что ж, перед вами две темы – трудоустройство и космохимия. Что ближе? Кто будет выбирать первым? Я дам право выбора Альфия. Альфия, удивляйтесь, что вам ближе, трудоустройство или космохимия? Давайте трудоустройство. Что, космохимия интересная тема? Ну, давайте трудоустройство. Итак, играем в тему трудоустройства вместе с Альфией. Готовы? Да. Поехали. Альфия, переведите, пожалуйста, на татарский язык слово «объявление». О вакансиях имеется в виду. Карар, иглан, маглумат. Карар, иглан, маглумат. Объявление это? Давайте я выберу третий вариант. Маглумат. Почему? Вот оно мне ближе почему-то. Ну, ладно. Это неправильный ответ. Ну что ж, есть возможность заработать дополнительный балл сходу. Как вы думаете, объявление это карар или иглан? Я выбираю первый вариант ответа. Карар. Сильный. Понимаете, мы, татары, всегда держимся вместе. Даже когда не отгадываем, тоже не отгадываем вместе. Это неправильный ответ. Дело в том, что объявление по-татарски будет иглан. Карар – это решение, а маглумат – это информация. Ох, двигаемся дальше. Теперь ваша очередь. Переведите, пожалуйста, на татарский язык слово «профессия». Эшлибелю, хунар, дереже. Я выбираю третий вариант ответа, это дереже. Дереже. Итак, мы решили, что дереже – это профессия. Это в какой-то мере так, конечно же, но это неправильный ответ. Альфия, очень легкое слово «профессия». Вот вы по профессии шли блю буинча или хунар буинча. Вы кто? Хунар буинча. Вы хунар буинча. Это правильный ответ. Эшли блю – это умение работать. То есть эшли блясим – умеешь ли ты работать. Хунар – это профессия, а дережа – это степень. Итак, третий вопрос. Альфия, скажите, пожалуйста, как на татарский язык переводится научная степень? Фенни дереже, фенни шиганак, шиганак. Фенни дереже. Принят. Это правильный ответ. Фенни шиганак – это научный источник. Шиганак – это источник. А фенни дереже – это научная степень. Четвертый вопрос. Как перевести на татарский язык слово «опыт»? Опыт. Күнекмәләр, тәҗрибә, осталык. Первый вариант ответа. То есть вы считаете, что күнекмәләр это опыт? Осталык. Третий. Осталык. Принято. Осталык это неправильный ответ. В данной ситуации осталык это не опыт. Альфия, как вы думаете, күнекмәләр или тәҗрибә это опыт? Тәҗрибә. Принято.
Это правильный ответ. На самом деле, куникмелер это существительное, только все логика в том, что куникмелер это существительное как минимум во множественном числе. Да, здесь, да, да, да. здесь показано. Вот. Куникмелер на самом деле это навыки. Вот. Усталок это мастерство. Говорят же, устакши, мастер. А тажриба это опыт, то, что накапливает человек постоянно. Поэтому, когда из этого существительного делаешь прилагательное в татарском языке, то единственное, которое как бы напрямую получается, да, опыт, это тажриба, тажриба-ле. То есть тот, у кого это есть. Ну что ж, двигаемся дальше. Пятый вопрос, Альфия. Скажите, пожалуйста, как по-татарски будет испытательный срок? Сынамыш, сынауаката, ихтималлык. Так. Я думаю, что это сынау ваката. Сынау, почему? Ну, вакат это время, значит, это определен какой-то испытательный срок уже в течение какого-то времени. И поэтому я думаю, что это второй вариант. Принято. Я хотел сказать, что вам, собственно, прям везет на вторые варианты, как-то так получается. Это правильный ответ. Сынау ваката действительно испытательный срок. Вот. Ихтималлык это вероятность. Сынамыш это примет. Итак, шестой вопрос, последний вопрос первого тура. Скажите, пожалуйста, суровый мужчина из Иванова, как правильно сказать подписать договор? Буйрукны имзалау, килишуны имзалау, шартларны имзалау. Я для того, чтобы вам было проще, вот подписать это имзалау. Вот теперь надо найти среди них договор. Буйрукны имзалау, килишуны имзалау или шартларны имзалау. Я выбираю второй вариант ответа. Килишу имзалау. Принято. Килишуне имзалау. Это правильный ответ. Действительно, буйрукны имзалау. Буйрук это приказ. А килишуне имзалау это договор. Килишу это договор. То есть килишелер. Шартларны имзалау. Шарт это условие. Шартларны имзалау. То есть подписание условий. Буйрукны подписание приказа. Килишуне это договор. Ну что ж, на этом 6 вопросов первого тура подошли к концу. Я вас поздравляю. Хотел бы я сказать, но нет, потому что первый тур еще не закончился. Есть по одному слову, которое необходимо перевести с английского на татарский. Переведите, пожалуйста, с английского языка на татарский, Альфия, слово hardworking. Жеңел, тырыш, ялкау. Тараш. Принято. Прям, как вам вообще этот эпитет прям подходит, как вы думаете? Вы вообще hardworking? Мне кажется, да. Тырыш как переводится, знаете? Ну, стараться. Старательный. Старательный. Это правильный ответ. Действительно, жеңел это легкий. Легкий. Легкий это easy. Ялкау это ленивый. Ленивый это lazy. А вот hardworking это тырыш, старательный. Ну что ж, суровому мужчине из Иванов достается не менее суровое слово, я вам скажу. Скажите, пожалуйста, как с английского языка на татарский переводит слово profession? Эш, хунер, тажриба. С этим словом мы сталкивались уже сегодня. Оно вам прямо и доставалось. Хенер. Я выбираю хенер. Второй вариант ответа. Принято. Это правильный ответ. Действительно, эш это работа. То есть, да, работа это work, job. Тажриба это опыт. Опыт это experience. А вот хунер это profession, профессия. Ну что ж, на этом первый тур нашей игры действительно подошел к концу. Вы набрали в первом туре 4 балла. Альфия, вы чуть-чуть больше, 8 баллов. Ну, отставание не такое большое, мы догоним, да? Минимально, да. Минимально, Запросто. естественно, вообще 0,4 балла ровно. Вот. Готовы играть дальше? Всегда Да. готов. Отлично. Уважаемые телезрители, буквально через несколько секунд мы встретимся во втором раунде телеигры «Переведи». Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Игрокам на выбор представлены две темы. Тему выбирает участник, набравший большее количество баллов. После этого участникам предстоит перевести 6 слов с татарского на русский язык. Каждому слову предложено 3 варианта ответа. Правильный вариант приносит игроку 4 балла. При неверном ответе происходит переход хода, и на этот же вопрос отвечает его соперник. Если он отвечает правильно, то зарабатывает 3 балла. Ну что ж, возвращаемся в нашу студию. Это второй тур телеигры «Переведи». Две темы: Шураля и история России. Выбирает тот, у кого больше баллов по итогам первого тура. И это вы, Альфия. Что вам ближе, Шураля или история России?
А можно посоветоваться? С кем? С сырым мужчиной из Иванова? А то как-то это одно выбирать. Это ваше право, вы можете выбрать. Шурали? Давай. Давай. Давайте Шурали. Играем в Шурали. Уважаемые телезрители, играем в тему кыты-кыты, точнее в тему Шурали и все, что связано с этой известной историей Габдуллы Тукая. Альфия, готовы? Да. Поехали. Переведите, пожалуйста, на русский язык слово «Казану артында». Вблизи Казани, проехав Казань или за Казани? За Казанью. За Казанью, за Казанье. Да. Принято. Что вы расстроились раньше времени? Это правильный ответ. Вблизи Казани Казан янында. Проехав Казань, Казанны узгаш. А вот Казан артында за Казанью. То есть за Казанье. Итак, второй вопрос. Как с татарского языка на русский переводится «Кап-кара урманда»? В дремучем лесу, в удивительном лесу, в воображаемом лесу. Я выбираю первый вариант ответа: в дремучем лесу. Принято. Это правильный ответ. Вы молодец, действительно, абсолютно верно. Догоняю. Афарин это молодец. Вот. Кап-кара урманда в дремучем лесу. В удивительном лесу гажаиб урманда. В воображаемом лесу хыялдагы урманда. Итак, третий вопрос, Альфия, играем с вами. Как с татарского языка на русский переводится словосочетание «кытыклап утерерге»? Рассмешить до смерти, напугать до смерти, защекотать до смерти. Защекотать до смерти. Это правильный ответ. Рассмешить до смерти – это ульганчик кылдыру. Кылдырырге. А напугать до смерти ульганчик куркату, куркатырга. Так что прям все. А вот катаклап утерерге – это действительно защекотать. Едем в Иваново. А я? Скажите, пожалуйста, как будет на русском языке слово «щий»? Полено, ветка, клин. Ну, мне кажется, то, что на полено. Принято. Это неправильный ответ. Альфия. Как Это вы клин. А? Это клин. Спасибо. Это правильный ответ. Действительно, щи это клин. Ветка это бутак, а полено это пулян или утын агаши. Есть еще такое слово. Четвертинка такая. Ну что ж, двигаемся дальше. Следующий вопрос, вопрос номер 5, Альфия, адресован вам. Переведите с татарского на русский бармаклары кысылды. Защемил рог, порезал пальцы, защемил пальцы. Защемил пальцы. Принято. Это правильный ответ. Защемил рог, мөгізі кысылды. Точно. Порезал пальцы, бармаклары киселді. А вот защемил пальцы, бармаклары кысылды. Действительно. Итак, шестой вопрос, последний вопрос второго раунда, достается вам. Скажите, пожалуйста, как с татарского языка на русский переводится слово «былтыр»? В позапрошлом году, в этом году, в прошлом году. Третий вариант ответа: в прошлом году. Отлично, Марат. Это правильный ответ. Былтыр это в прошлом году. В этом году это быйыл. А в позапрошлом году ике ел элек, говорят, да? Ну что, 6 вопросов подошли к концу. Второй тур, казалось бы, закончился, но нет. Дело в том, что второй тур таит в себе так называемый музыкальный бонусный тур. Правила знаете? Итак, давайте посмотрим, кому что достается. Альфия, вам достается следующее музыкальное произведение. Называется оно «Бишекжиры». Балам bağalma, üsersinmesin, sağınıp jırlar, jırma benim, kuzimnin nuru. Күшерсіңмі син, түшерсіңмі син, булырсыңмы син. Давайте второй. Второй вариант. Да. Принято. Это неправильный ответ.
Марат, есть возможность заработать дополнительные 3 балла. Как вы думаете, первый или третий? Кушарсың мысин, буларсың мысин? Я выбираю третий вариант ответа. Это буларсың мысин. Третий вариант – буларсың мысин. Принято. В номинации «Вокруг да около» побеждает Марат из Иванова. Это неправильный ответ. Кушарсың. Итак, правильный ответ – кушарсың мысин. Давайте послушаем музыкальный отрывок и удостоверимся в этом. Күземнең нуры күчәрсен син. Обычно кузнин нуры куще, то есть переходит Ага. на ребенка балага, да? Марат, вам достается очень не менее прекрасное произведение, очень легкое, простое. Уверен, что вы его с ним в детстве сталкивались. Слушаем. Belli, belli, kumsin kuzun. Belli, belli. 3 варианта ответа. Татлы үзең, назлы сүзем, татлы сүзем. Назлы Сюзен. Назлы сүзем. Принято. Итак, вы выбрали второй вариант ответа, и это, к сожалению, неправильный вариант ответа. Альфия, есть возможность заработать дополнительные баллы. Татлы үзең или татлы сүзем? Давайте я выберу первый вариант. Принято. В этот момент всеми фибрами души Альфия хочет, чтобы именно этот ответ оказался правильным. Но, к сожалению, Неправильно. песня уже написана давно. И это неправильный ответ. Правильный ответ, оставшийся Татлы третий сүзем. вариант Татлы сүзем. Давайте послушаем отрывок и удостоверимся. Belli, belli, tatlı Татлы sözün. сүзем – это сладкое слово, да, получается? Речь. Ну что ж, на этом второй тур подошел к концу. Марат, молодец. Афарин, вы набрали по сумме первого-второго раунда 12 баллов. Альфия, вы совсем немножко опережаете Марата. Между прочим, если бы я играл с ним в финале, я бы ее догнал. Вы набрали 23 балла. Готовы играть дальше? А я? А я? Отлично. Уважаемые телезрители, буквально через несколько секунд мы перенесемся в финальный раунд телеигры «Переведи». Ну что ж, после того, как окончился второй тур, мы с вами медленно переступаем в тур финальный. Но прежде чем это состоится, нам необходимо сыграть в бонусный тур, который называется «Куара тортма» – «Черный ящик». В нем находятся 2 предмета, и он прямо сейчас появляется в нашей студии. Посмотреть мы не можем. Альфия поэтому практически с закрытыми глазами сейчас будет на ощупь выбирать один из 2 предметов. Честно, не знаю, что вам досталось. Ага, отлично. Так. Да-да-да-да. Ну, можно смотреть, там третьего варианта уже нет. Отлично. Итак, Альфия, что досталось вам? Каша овсяная. Каша овсяная. Отлично. Как по-татарски будет овсяная каша? Не знаю только, как каша будет. Будка. Будка, правильно. А овес как будет по-татарски? Не знаю. Не знаете? Или не знаю, или не помню. Может, Вы- я где-то слышала. но Вы учтите, сейчас что если вы сейчас ошибетесь, и он ответит правильно, он заберет целых 5 баллов. Я понимаю. Не вспомню, не знаю, не могу сказать. Мне кажется, Марат вспомнит, потому что вот он точно каждое утро ест овсяную кашу. Как будет по-татарски овсяная каша? Не знаю, блин. Окей, ну нет, на нет и сюда нет. Уважаемые телезрители, овес по-татарски будет соло. Овсяная каша будет соло боткаса. Что у вас в руках, Марат? У меня в руках дрожжи. Ну, есть у нас такой район в Татарстане. Вот, есть там районный центр.
слово дрожжаное. Я, конечно, понимаю, что в Иваново не факт, что есть село на татарском языке, связанное с дрожжами. Но вот как будут дрожжи по-татарски? Камар Это – тесто. тесто. Он – это мука, туз – это соль, борщ – это перец, шекер – Шекер. это сахар, юмурка – это яйца. Все положилось. Вот осталось вот у меня бросить и прям... Чупре. Это правильный ответ, уважаемые телезрители. Действительно, дрожжи по-татарски будет щупря. Игрокам на выбор представлены две темы. Тему выбирает участник, набравший большее количество баллов. После этого игрокам предстоит ответить на 6 вопросов. Нужно перевести слова с русского языка на татарский. В этот раз варианты ответов не предлагаются. Правильный вариант приносит игроку 4 балла. При неверном ответе происходит переход хода, и на этот же вопрос отвечает его соперник. Если он отвечает правильно, то зарабатывает 5 баллов. Ну что ж, поехали. И у нас две темы финального раунда: рабочая одежда и баллистика. Ну, для тех, кто не знает, баллистика – это наука об оружии, о пулях, о размерах, калибрах и так далее. А рабочая одежда – это обычная рабочая одежда. Альфия, что вам ближе, рабочая одежда или баллистика? Рабочая одежда. Принято. Итак, мы играем в тему рабочая одежда в финале вместе с Альфией. Альфия, поехали. Как на татарский язык переводится слово «платок»? Нет вариантов ответа, это финальный раунд. Яулок. Это правильный ответ. Двигаемся дальше. Марат, переведите на татарский язык слово «рукавицы». Варежки то же самое, что рукавицы. Ну. Так, варежки, рукавицы по-татарски будут? Не помню. Не помните. Ничего страшного, не переживайте, сейчас вспомним. Альфия, Я тоже не вспомню. У нас у Мишар говорят варежкилар и все. варежки, Перчаткалар. Перчаткалар. перчаткалар, варежкалар. Я вас вообще удивлю. На самом деле в татарском языке есть и перчатки, и варежки в литературном языке. Уважаемые телезрители, варежки и рукавицы по-татарски будут биялей. Не Запомнил. знаю. А перчатка будет бишбармакша, есть такое слово. Никогда не слышали? То есть то, что для 5 5 пальцев. Это перчатка. Біліп қалыңыз, татар тілін үйреніңіз, һәм ұнытмаңыз. Давам етеміз, Марат, продолжаем. Третий вопрос, Альфия. Как на татарский язык переводится слово «передник»? Алъяпкыш. Это правильный ответ. Как с русского языка на татарский, Марат, переводится слово «халат»? Вот тут вообще ничего не надо экспериментировать. Ну, халат по-татарски это... Халат. Это правильный ответ. Итак, пятый вопрос, Альфия. Как на татарский язык переводится слово «резиновые сапоги»? У нас в детстве обычно говорили, когда мы одевали резиновые сапоги, бутиклар. А сейчас бутиклар — это дорогие магазины в центре Да. Казани. Мне с сапогами разобраться. Чуэтлер. Принято. Резин чувакляр. Видимо, это калош, наверное, да? Что-нибудь такое. Это неправильно. Марат, Да. сапоги. Итек. Итак, Марат, как по-татарски будут резиновые сапоги? Давайте соберем. Резин. Итек. Это правильный ответ. Действительно, поздравляю. Резин и тек. То есть резиновые сапоги, все очень просто. Татарский язык очень легкий язык. Шестой вопрос остается вам по праву. Марат, переведите, пожалуйста, с русского языка на татарский слово «телогрейка». Тут на самом деле тоже многого изобретать не надо. Телогрейка. Это правильный ответ. На самом деле у телогрейки есть еще одно слово, да, то есть татарское. Это называется сарма. Ну, то есть потому что она прошивалась раньше. Вот. Но есть слово телогрейка. Абсолютно верно. На этом 6 вопросов финального раунда подошли к концу. Я вас поздравляю. Уважаемые телезрители, уважаемые участники Альфия и Марат,
Марат, вы молодец, и в сегодняшней игре вы набрали 29 баллов. Альфия, вы набрали совсем чуть-чуть побольше. Вы набрали 31 балл и одержали победу в сегодняшней игре. От компании «Татарстан. Новый век» и телепроекта «Переведи» мы дарим вам полезные подарки. Это была программа «Переведи» на канале ТНВ. Я ее ведущий Ильсур Нафиков. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и отличного настроения. И главное, храните и берегите татарский родной язык. Сау салямат булыгыз. Пока-пока.